Отличный фильм, ребята. Да, согласен. Когда он был снят? Более 30 лет назад было снято. Ну, все еще актуально. Прикольно. А кто снимал, не знаешь? Тут, короче, режиссер и автор сценария Игорь Вовнянко. Игорь Вовняк. Интересный режиссер, интересно. А какие еще фильмы он снимал? Смотри, оказывается, здесь «Тайны мадам Вонг», «Полынь», Чохан Валиханов, «Дыня», «Год дракона». Слушайте, а он не только документалист, оказывается. Он, по идее, по профессии оператор. Он работал поначалу с Асанией Ашимовым, снял игровой сериал про Чокана Валиханова, потом снял полнометражный игровой фильм, написал сценарий, пьесу написал. Ну, в общем, человек-оркестр. Я правда человек-оркестр. Правда, да. Человек, он это накопитель, правильно? Накопитель духовных ценностей каких-то, пониманий, гражданских позиций, художнических позиций, нравственных позиций, философских всяких, так сказать, накоплений, да, и когда все это накапливается, хочется через что-то выразить это. Первый праздник советского кино еще раз подтвердил любовь зрителей к самому массовому искусству – искусству экрана. Нам представил случай кино делать, на пленке снимать. И я там действительно занимался уже, так сказать, нарабатывал творческие навыки, нарабатывал вот эти подходы все, так сказать, чтобы как-то слепить это образ картины, образ это. Я даже влезал в текст, я влезал в монтаж. И мне казалось мало просто быть оператором. Я вообще предпочитаю быть соавтором. Мне важно пропустить через себя материал. Ребята, я нашел семейный альбом Вовняка. Это же сокровище. Давайте посмотрим. Молодой здесь. Не кажется ли он из творческой семьи? А я читал совсем другое, что его мать была обычным доктором, а отец профессором, и его семья была категорически против, чтобы он выбрал этот путь. А как он попал тогда в эту сферу? Как он стал оператором, режиссером? Так он осветителем работал. Там его заметил Шакен Айман. Вот. И он предложил ему учиться. Иди учись, сказал. А он пошел в Авгиковскую. А там конкуренция была бешеная просто. И он все-таки поступил с 3-го раза. Настойчивый был человек. Не об такой настойчивости. Это магия кино. Кто попадет в кино, тот никогда оттуда не уйдет. Такой был завораживающий мир, что все костюмированные, гримерные. Шакен Ага, еще тогда Джамбулова играл, как вы помните, его борода, а потом вдруг он становился молодым, да, значит, это все, конечно, так сказать, притягивало. Я смотрел, как репетирует Айманов, я смотрел, как репетирует Бегаль. Со всеми с ними я работал. Наверное, так сказать, в общем-то, я социально активный человек, и мне нравятся какие-то вот эти социальные узлы, чтобы над ними работать, над их развязывать, чтобы, так сказать, иметь какую-то позицию гражданскую, художественную позицию на, так сказать, те или иные проблемы, происходящие в обществе. Союз кинематографистов выступил с инициативой и за один день сделал 150 подписей. Подписи на имя президента, где мы объяснили ситуацию, что нельзя, так сказать, посягать на это святое место, где были наши великие Шакен Ага, я не знаю, Мажикен, где, так сказать, другие великие актеры наши, значит, трудились. А знаете, что самое интересное? Его же звали Игорь, он же русский. А Шакен Ага назвал его Жагор, по-казахски. Мне кажется, он даже больше казах, нежели сами казахи. Ну да, он болел за казахское кино, и он возглавлял Союз кинематографистов Казахстана. И в самый кризисный момент он стоял впереди всех и доходил до самого президента. Да, вот благодаря ему вот,
киностудия Казахфильма и Дом кино вот, все еще жива. У него еще за плечами очень много фильмов. И наград, и фильмов разных жанров. Да. Игорь Александрович Вовняко навсегда оставил свое имя в истории кино. Нам есть чем гордиться. Нам есть чем гордиться. Да. Представляя казахский кинематограф, я сказал, из всех искусств для нас важнейшим является казахское кино. Я верен своему духу, свое родное, как бы там ни было. Мне даже многие мои друзья казахи говорят, ты больше, чем казах. Я больше знаю Казахстан, я знаю всю ландшафтную культуру, бытовую культуру, там, я не знаю, архитектурную, так сказать, я знаю искусство, так сказать, все. Я это знаю, чувствую, понимаю и могу оценивать и свои точки зрения выкладывать.